Добрый день, Михаил Ефимович, уважаемые участники круглого стола. Во-первых, я приехал специально ради этого мероприятия 800 километров, чтобы высказать только два довода. Да? Во-первых, я хочу поблагодарить именно вот в этом формате Михаила Ефимовича, потому что недавно наш, не скажу, что спор, но полемика с Министерством финансов и с народными депутатами о том, что в селе и поселениях не хватает никаких средств, он очень прямо и остро высказал за нас, можно сказать. За это ему очень большое, огромное спасибо, потому что большая каста в лице глав поселения, это больше 400 человек, мы почувствовали эту поддержку и теперь уже знаем, что мы идем правильным путем и намерены дойти до конца. Это первое, то, что я хотел озвучить. Во-вторых, вот смотрите, мы сегодня говорили о новом облике села, экономическом прорыве в селе, консолидации, демографии в селе. Да? Скажите, пожалуйста, кто этим будет заниматься в селе? Вот кто этим будет заниматься? Будет заниматься глава села, всенародная избранная глава, который на сегодняшний день не имеет средств, не имеет полномочий, и он как, понимаете, ячейки общества – это семья, а поселение, вот 300, 1000 человек – это тоже своего рода семья. И глава поселения является как глава семьи. При всем уважении к главам районов, моим коллегам, да, они являются двоюродными дядями этого села. То есть для людей поселения. Они приезжают не каждый день сталкиваются их чаяниями, их трудностями. Этим занимается глава. Вот смотрите, глава поселения, у главы поселения нет полномочий раздавать сельские земли. У главы поселения нет возможности выписывать кадастровые документы. Что значит, он не включен в этот процесс формирования села. У него полномочия прописано просто содействие сельского хозяйства, не организация, не помощи, а просто содействие. Значит, он просто как зритель со стороны смотрит, как у него сельское хозяйство идет в упадок. На самом деле, на сегодня я пришел сюда, чтобы высказать такое мнение, что хочу попросить Общественную палату и высших старейшин помочь нам, поддержать нас, глав поселения, в том, что нам нужно больше средств, которые мы в тот раз Михаил Ефимович говорил, да, чтобы не только содержать нас как институт власти, а чтобы еще была возможность для развития. Во-вторых, это чтобы наши полномочия в каких-то направлениях можно будет нам больше помочь тому же сельскому хозяйству, тому же градостроительному. И самое главное, у нас очень хорошая практика была, проект «Наследник», когда вот собрались молодые главы, у нас был такой, есть такая общественная организация, у нас была школа будущей главы. Значит, мы людей, которые идут в главы, мы их обучали. Мы им говорили, что такое глава. Случайных людей после нас не приходило. Был случай, когда мы обучили 19 кандидатов, и 15 из них стали главами. И потом сейчас хорошо работают. И самая главная школа – это школа главы. Это который человек избран, и новый, его надо вот таким опытными главами, как мы, 5 лет работавшими в деревнях, еще работающих в городах, стыковаться и с ними обмениваться опытом, изучать. Тогда, может быть, они допустят тех ошибок, которые мы допускали в свое время, посредством передачи опыта. Вот эти три, насчет полномочий, работа, поддержка Михаила Ефимовича по вопросу средств, дополнительных средств на полномочия и обучение и методическая помощь главам, вот это самое, я считаю, вот три вопроса, которые... А там, где голова хорошо работает, не хватает средств, обычно село расцветает. Я видел много таких примеров, там начинают появляться благоустроенные дома, там сельское хозяйство идет в рост, там люди счастливые, начинает обратный процесс. Так что, друзья мои, давайте поддержим наших глав, тогда и некоторые вопросы сами по себе отпадут. Спасибо за внимание.